Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Состоялась первая встреча Аслана Бжания с новым созывом Общественной палаты, где обсудили острые экономические вопросы и не только. Бадра Гунба на общевойсковом полигоне Нагвалоу проверил подготовку нового подразделения Министерства обороны. Продолжаются работы по благоустройству набережной города Очимчира. Завершился 12-й международный турнир по баскетболу среди мужских команд на Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш. Президент Аслан Бжания встретился с членами нового 6-го созыва Общественной палаты. В повестку дня были включены актуальные вопросы, волнующие общественность страны, в том числе касающиеся сохранения и развития абхазского языка, демографии, реформирования системы власти, правового статуса жителей Галского района, государственной границы по реке Ингур, апартаментов, строительства аэропорта, функционирования железной дороги, морского сообщения с Турцией и другие. Во встрече членов Общественной палаты с главой государства также участвовали руководитель администрации президента Джансух Нанба, вице-премьер Владимир Делба, Кристина Узган, министр туризма Теймураз Хижба и глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш. На повестке дня острейшие вопросы. И самый главный вопрос – это вопросы повышения нашей обороноспособности. Вы знаете о том, что это очень затратное направление деятельности, и нам необходимо изыскивать колоссальные ресурсы для поддержания определенного уровня обороноспособности. Если вы обратили внимание, вчера начались летные испытания. Несколько лет наши самолеты не летали. Мы попытались провести некий ремонт, кое-что смогли сделать, и наши летчики начали летать. Но по сравнению с тем, что мы должны были сделать, это 10-я часть наших расходов. Только на вооруженные силы, на наши вооруженные силы, для того, чтобы поддерживать высокий уровень боеспособности, нам надо бы по-хорошему затратить весь бюджет, который мы имеем. Видеозапись встречи президента с членами Общественной палаты смотрите в нашей программе после выпуска новостей. Вице-президент Бадра Гунба на общевойсковом полигоне Нагвалоу проверил готовность нового подразделения Министерства обороны к выполнению задач по предназначению. В инспекционной поездке с вице-президентом приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа. В соответствии с решением главнокомандующего вооруженными силами Абхазии, Министерству обороны была поставлена задача по созданию спецподразделений и их оснащению перспективными видами вооружения. Вице-президенту продемонстрировали применение опытных образцов беспилотных летательных аппаратов отечественного производства, как разведывательного, так и ударного назначения, систем управления и их информационного обеспечения, нанесения огневых ударов артиллерии с помощью беспилотных летательных аппаратов. Бадра Гунба высоко оценил боевую выучку личного состава, выразив всецелую поддержку руководства страны деятельности военного ведомства. Вице-президент Бадра Гунба также провел инспекцию объектов военной инфраструктуры, расположенных в восточной части Абхазии. Проведение строительных работ по возведению укреплений в приграничном Галском районе проводится по поручению президента Аслана Бжания. В ходе поездки вице-президент проконтролировал исполнение поручений главы государства, уделив особое внимание срокам и качеству выполнения работ. Полеты авиации военно-воздушных сил Абхазии проходят согласно плану боевой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Маршруты, пилотажные зоны и высоты полетов определены согласно упражнениям курса боевой подготовки и не выходят за пределы структуры воздушного пространства, утвержденного командующим ВВС и ПВО Минобороны. Все полеты носят исключительно учебный характер.
Продолжаем выпуск. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководством и ведущими специалистами Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии вопросы правового регулирования государственной политики, совершенствования нормативной базы в этой сфере, принципы формирования реестра объектов наследия. Ранее Госуправление было выведено из структуры Министерства культуры в самостоятельный орган. Премьер-министр поручил аппарату Кабинета министров проработать затронутые вопросы и представить предложения, в том числе по материально-техническому обеспечению деятельности Госуправления по охране историко-культурного наследия. В Москве прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня очередного 58-го раунда международных женевских дискуссий, намеченного на 11-12 июля. Особое внимание было уделено заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Кроме того, стороны обсудили некоторые вопросы двустороннего российско-абхазского взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Продолжаются работы по благоустройству набережной Очимчиры. Сейчас здесь завершен первый этап. Уложена тротуарная плитка и построена спортплощадка. А в поселке Агудзера Гулрипского района вдоль улицы Курортная ведутся работы по очистке русла реки Парнаут. Обо всем по порядку расскажет Сария Кварцхелия. В городе Очимчира завершился первый этап работ по благоустройству набережной, начавшийся в 2022 году. Уложено около 3000 квадратных метров новой тротуарной плитки на общую сумму 5 миллионов 200 тысяч рублей. Также высажены зеленые насаждения, пальмы и туи, установлены лавочки, урны, парковые фонари и питьевой фонтан. Ремонтные работы проведены также и на въезде в город. Впервые в Очимчире построена и ожидает ввода в эксплуатацию общественная спортивная площадка. Работы по ее строительству начались в апреле текущего года и уже практически завершены. Предстоит монтаж искусственного напольного покрытия из резиновой крошки. Материал заказан, ожидают его поставку из Российской Федерации. Для монтажа напольного покрытия потребуется 1 рабочая неделя. Всего на спортплощадке установлено 9 различных тренажеров. На реализацию проекта из местного бюджета было выделено почти 2 миллиона рублей. Работу мы провели. Здесь была голая площадка, которая кустарники, не кустарники, это все было зачищено. Все, что вы видите, было сделано с нуля. Все работы были проведены нашей организацией, мы проводили все работы. Посетители местные, конечно, жители не приходят, они не ждут, пока мы это все закончим. Много людей, особенно вечером, собираются, приходят, изучают. Интересно. На втором этапе работ по Очимчирской набережной запланировано благоустройство участка протяженностью 1,5 километра. На очереди площадь Конституции и участок набережной, ведущий к новому отелю «Черноморская жемчужина», рассказал заместитель главы администрации Очимчирского района Отар Акаба. Тротуарную плитку общей площадью 6600 квадратных метров для обустройства набережной предоставили застройщики отеля «Черноморская жемчужина», абхазские предприниматели Сеченава. Окончание работ второго этапа по благоустройству набережной запланировано на конец августа. Основной удар мы берем именно на набережную нашего города, потому что все равно туристы сегодня, которые приезжают сюда, это одна единственная у нас гостиница «Черноморская жемчужина», большая, где может поместиться около 600 человек. И еще есть другая гостиница, которая у нас спортивная. Она тоже помещает около 160 человек. И вот акцент за это бьется именно на набережную часть. Отсюда мы уже будем продвигаться дальше. Еще кое-какие проекты есть, связанные с площадью, которая находится напротив парка. А в поселке Агудзера Гулрипского района вдоль улицы Курортная ведутся работы по очистке реки Парнаут. Жители, чьим хозяйством был нанесен ущерб во время паводков, обратились с официальным заявлением в районную администрацию с просьбой провести очистительные работы. Она маленькая речушка, но во время паводков наносила большой ущерб. Около 25 хозяйств, по информации, затапливалось. Вообще на этой улице проживая, по этой улице около 68 хозяйств есть. Вот, после получения такого сигнала, за это не сигнал был, это официальное заявление, они к нам обратились. Вот, мы вынуждены были доложить об этом руководству, которое нашу просьбу услышала, поддержала. Была сразу составлена смета на проведение руслоочистительных работ.
Смета прошла соответствующую экспертизу и было принято решение о финансировании вот этих работ по расчистке, которые в данный момент по факту производятся. Подобные работы проводились на реке Парнаут 4 года назад. Сейчас на очистку русла реки из республиканского бюджета было выделено около 3 миллионов рублей. Работы планируют завершить в кратчайшие сроки. Сария Кварцхеля, Лаура Капш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В повестке очередного заседания городского собрания столицы 8 вопросов, из которых большая часть касалась вопросов наименований и переименований. 2 вопроса – назначение Рисмага Аджинджел на должность директора департамента по социальным вопросам администрации города Сухум и заслушивание отчета адвокатов Эсмы Колбая и Саида Гизердава по иску администрации Сухума городскому собранию вызвали дискуссию и во многом стали определяющими. Подробности в репортаже Рады Чичава. Началось заседание с обсуждения назначения Рисмага Аджинджел на должность директора департамента по социальным вопросам администрации города Сухум. В любом случае, человек всегда на виду, всегда занимался важными для государства вопросами. С 1 марта 2023 года является исполняющим обязанности директора департамента. Рисмаг Аджинджел, который с марта текущего года является исполняющим обязанности начальника департамента, говоря о своей работе, отметил, что департамент по социальным вопросам администрации был создан недавно и в действительности предстоит еще много работы. Это новая структура, и для меня тем более новая. Там, конечно же, вопросов очень много, стоит перед департаментом целых 5 и достаточно серьезных направлений. И да, я там небольшой срок уже приступил к обязанностям. Я открыт для вас, и где смогу, рядом стану. Где не смогу, тоже не буду обманывать. Но вот по-человечески будем общаться. Депутаты, в свою очередь, задали Рисмагу Аджинджел множество вопросов. В частности, депутат Саид Ашуба подчеркнул, что, по его мнению, спектр обязанностей, возложенных на департамент, обширен, и для качественной работы необходима профессиональная команда. У вас департамент, который самый большой спектр функций вообще в администрации имеет. И мы тогда договорились, и мы знали заранее, что это один человек не сможет сделать. Мы договорились нанять специалистов на каждую должность. Рисмаг Аджинджел отметил, что для реализации всех задач в действительности необходима корректная команда, поиск которой на данный момент ведется. В итоге, по результатам тайного голосования, Рисмаг Аджинджел не набрал необходимого количества голосов. Председатель собрания Дмитрий Оси отметил, что администрация вправе отправить ту же кандидатуру на одобрение спустя некоторое время. Далее Сухумское городское собрание заслушало отчет адвокатов Эсмы Колбая и Саида Гизердава по административным исковым заявлениям администрации города Сухум Сухумскому городскому собранию. Судебное дело касалось 2 решений городского собрания от 2009 года, которые приостанавливали выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улиц Имама Шамиля, проспекта Мира и Лакоба, и также ограничивала высотность зданий, строящихся на той же территории 16 метрами. В данном случае мы имеем впервые, наверное, в судебной практике дело, когда оспаривается компетенция одним органом власти у другого. Такие серьезные резонансные дела, они, конечно, не могут рассматриваться в очень короткий срок. Саид Гизердава также подчеркнул, что решение суда необходимо обжаловать. Суд был проведен с материально-правовыми ошибками. Суд не учел то, что собрание города Сухум, Сухумское городское собрание, обладает контрольными функциями в отношении администрации города Сухум. Так предполагается Конституцией, так предполагается законом об управлении в административно-территориальных единицах. Их полномочия принимать решения относительно строительства прямо не прописаны нигде. То есть на данный момент отсутствуют документы, которые определяют данное полномочие. Но в то же время мы не говорим о том, что это полномочия у Сухумской администрации отсутствует. Мы говорим о том, что в отсутствии необходимых документов, таких как градостроительный кодекс, генеральный план города. В свою очередь, адвокат Эсма Колбая указала на нарушение процессуального порядка, которые, по ее словам, имели место быть. И состязательность нарушена была, и незаконное, необоснованное решение. То есть очень много процессуальных моментов, которые
и будут способствовать как раз отмене данных решений. По итогам заслушанных отчетов депутаты городского собрания единогласно проголосовали за обжалование решения суда по градостроительным нормам в кассационной коллегии Верховного суда. Также городское Сухумское собрание одобрило установление мемориальной доски заслуженного работника культуры Абхазии Платона Бебе на фасаде дома по улице Джонуа, 7. Установление мемориальной доски бывшего министра образования, депутата 3 созывов Верховного Совета Абхазской АССР Тамары Тарбакогония по проспекту Аяйра, 124. Мемориальная доска в память о погибших в мартовской наступательной операции появится также на массиве Гумиста. Депутаты также проголосовали за присвоение скверу, где расположен памятник жертвам политических репрессий имени Сарии Лакоба. Городское собрание помимо этого одобрило приватизацию нескольких нежилых помещений и части одноэтажного здания, расположенного на улице генерала Аржба. Рада Чачава, Костя Парулуа, Абхазское телевидение. 5 июля на станции ГУМа прошла фотовыставка, приуроченная к 30-й годовщине высадки Тамышского десанта. На экспозиции было представлено около 11 фотографий, посвященных этой операции. Организаторы – инициативная группа «Арах Пицунда» при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта. Репортаж Рафиды Миквабия. Обычно главные мероприятия, посвященные годовщине высадки Тамышского десанта, проходят у мемориала в селе Тамыш. В этом году еще одной площадкой для воспоминаний об этой важной военной операции стала культурная платформа ГУМа. Организаторы мероприятия собрали 11 фотографий, на которых запечатлены бойцы десанта. Эти снимки говорят сами за себя, передают боевой дух защитников Отечества, их слаженность и сплоченность в те жаркие июльские дни. А еще сюда пришли ветераны, участники Тамышской операции. Нас собрали в районе Мюстеры, около нас 300 человек находился. Нас тренировали русская военные офицеры, занимались с нами очень строго, обучали нас со всех видов оружия, начиная с гранатомета, софтики, заканчивая пулеметом, софтики. Никто не знал, куда мы идем, говорили то в гору, то на сухом, то пешком, то на самолете, никто информацию это не выдавал. Строго выполняя поставленные задачи, абхазская армия разгромила грузинские войска. Противник понес большие потери в живой силе. Был установлен контроль над близлежащими высотами. 3 июля абхазские бойцы пошли на Сухум с Нижней и Верхней Гумисты. 5 июля освободили села Каман, Гума, Шрома. Потери были и среди абхазских бойцов. Самым сложным было терять друзей, вспоминают ветераны. Они не считали, что делают что-то особенное, думали только о том, как защитить родину. Рассказы ветеранов о событиях тех дней будто оживают на фотографиях, представленных в рамках экспозиции. Потом, после войны, через какое-то время от какого-то российского то ли военного историка, то ли эксперта, я услышал такие цифры интересные, которые, конечно, немножко как-то дали возможность еще больше гордиться. Может быть, это был Зафулин, может быть, это еще кто-то. Назвали цифры. Вы знаете, это соотношение абхазцев и противостоящих 41. Организаторы мероприятия – инициативная группа «Арах Пицунда» при поддержке Госкомитета по молодежи и спорту. Работы к выставке представил фотограф Ибрагим Чкадуа. Здесь у нас представлены фотографии десанта. Фотографии нам предоставил Ибрагим Чкадуа, но фотографии сделал и Патриан, который участвовал в самом десанте. Вот. Также у нас есть небольшая видеохроника, которую мы тоже покажем, и выступление истории рассказывают ветераны, которые участвовали в этом десанте непосредственно. В июльской операции 1993 года из бойцов десанта погибли 11 человек, 36 получили ранения. Из групп Восточного фронта погибли 58 бойцов, около 200 ранены. Также погибло 4 добровольцев, казаков, 14 были ранены. Несмотря на потери, бойцы абхазской армии справились с поставленной задачей, и Тамышская операция предопределила победный исход войны.
Рафида Микваби, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. На перевале Пыв началась реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ. Работы проводятся по инициативе культурного фонда «Платформа» при поддержке почетного консула Абхазии в Приволжском федеральном округе России Владимира Литвинчука в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. Высота нового памятника 90 сантиметров, а ширина 175. Открытие запланировано на конец августа. Автором памятника является Роман Багиров. Поддержку в восстановлении памятника оказывает Минобороны, МИД, Минкульт, Погранотряд, СГБ, Черноморэнерго, Погрануправление ФСБ России в Абхазии, Дом Москвы в Сухуме, Фонд Союз поисковых отрядов, топливная компания «Псне-Ойл», Рицинский реликтовый национальный парк. К другим новостям. В саду жителя села Река Тимура Кортава обнаружены наркосодержащие растения в крупном размере. Кортава заключен под стражу. Все детали в материале пресс-службы МВД. Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере вменяется Кортава Тимуру Валериковичу, 1980 года рождения. Гражданин Кортава в своем саду по месту проживания в селе Река Чемчерского района на разных участках местности выращивал запрещенные к возделыванию растения вида конопли южно-краснодарской. При исследовании установлено, что часть растений на стадии своего вегетативного роста уже содержат наркотически активные компоненты и могут служить сырьем для изготовления наркотического средства. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Кортава по пункту В части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики, проводит следственная группа райотдела. Оперативные мероприятия реализовали сотрудники уголовного розыска Очимчирского ОВД. Тимур Кортава заключен под стражу. В Сухуме завершился 12-й международный турнир по баскетболу среди мужских команд на Кубок памяти Сергея Багапши. В турнире приняли участие команды из разных регионов России, в том числе из Донецка и Луганска. На церемонии открытия о том, как проходил турнир и кто стал его победителем, расскажет Адиса Сагария. 10 команд из Луганской и Донецкой народных республик, Карачаево-Черкесии, Волгограда и по 2 команды из Ростовской области, Краснодарского края и, конечно же, Абхазии приняли участие в традиционном турнире на Кубок памяти Сергея Багапши. Организаторы турнира подготовили яркое открытие, которое по традиции началось с торжественного построения. Прозвучал гимн Абхазии. С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился советник президента Абхазии Ахра Ашуба. От имени президента Республики Абхазии, от имени администрации президента рад вас приветствовать участникам сегодняшнего турнира. Дорогие спортсмены, хочу вам пожелать много побед везде, где бы вы участвовали. Сегодня вы участвуете у нас в Республике Абхазия, в городе Сухум. Спасибо, что вы здесь сегодня с нами. Затем выступили команда по чирспорту и черлидингу «Чирио», ансамбль «Ашара» и суперфиналистка музыкального проекта «Апсны Стар» София Мяукина. Атмосфера баскетбольного праздника, где рады каждому зрителю. Зал, бурно встречавший каждую атаку команд, радует не только спортсменов, но и любителей зрелищного вида спорта баскетбола. Игрок каждой команды способен сыграть от 1 до 5 номера и везде быть эффективным. Главный судья, первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени Александр Банников. В этом году турнир прошел на высоте. Все команды показали мастерство и хорошую подготовку. Игры проходили ежедневно со 2 июля в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. По итогам соревнований победителями турнира стала команда из Краснодарского края «Гулькевич». 2-е место – Черкесск, на 3-м – Сухум. Адиса Сагария, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 7 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Днем преимущественно жаркая погода, без осадков поздним вечером. Местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса. Температура морской воды 25 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.